Е.Н. Кушева. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. 1963 год. Зато название Кистины в греческих текстах Кистос обычно встречается в документах этого времени грузинского происхождения, где нередко употребляется как общее для ингушских племен название. И опять-таки чаще всего в связи с поисками путей из Грузии на Северный Кавказ к русскому терскому городу. Сложность судеб отдельных родоплеменных ингушских образований может быть подробнее показана на примере крайнего восточного ингушского общества. Акка. Описание XIX века застают акинцев разорванными территориально на две части. Одна, основная, занимает горные ущелья верховьев реки Гихи, притока Сунжи, гранича с запада, через горный хребет, с ингушским горным обществом Цори, а с востока, с чеченскими племенами и дальними кистинами. Другая часть, известная также под названием Аух, ауховцы, отрезанная от первой всей территории Чечни, живет в предгорьях между реками Аксаем и Акташем, по реке Ямансу, поблизости от крайнего северо-западного кумыкского владения Эндери, Андреевой деревни русских источников, где в конце XVI и в первой половине XVII века княжил сильный кумыкский владелец султан Махмуд, а затем его сын Айдемир.